Saygılı dostlar, sabah programması devam etti ve bizim stüdyamızda musafirler buluna ve talebeler için ötkürülgen bir yarış hakkında ve galibeler hakkında tamam nefbeteki birkaç vakit devamında laf etmege isteyimiz. Evet, ve bizim misafirlerimizden takdim etmege isteyimiz stüdyamızda Balalar ve Gençler İcadı Sarayının müdürü Vera Pautova ve Большая перемена 2020 Bütün Rusya yarışının galibi Георгий Беширов. Доброе утро. Доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Как настроение? Замечательно. Я думаю, что мы сегодняшним своим маленьким рассказом его еще поднимем, потому что расскажем о том, как школьники могут стать миллионерами. А это, я думаю, интересно будет. Да. Конечно, очень интересно. Георгий, как твое настроение? Прежде всего, хотелось бы поздравить тебя с победой в конкурсе «Большая перемена». Ну, мое настроение отличное. Вот такое радостное утро. Очень рад, что пригласили сюда на телеканал. Рады видеть. Все-таки, да, давайте теперь поближе подробнее поговорим о конкурсе «Большая перемена 2020». Мы знаем, что уже не в первый раз вообще проводится этот конкурс, да, и в чем его основная идея? Вообще, это самый большой всероссийский конкурс для школьников, и идея – это не поиск деток, которые интеллектуально более грамотны, да, а деток, которые креативны, которые мыслят интересные, хотят каких-то новых перемен в своей жизни, потому что технологически мы идем вперед большими семимильными шагами, и хочется, чтобы и наши дети вместе с нами шли в ногу со временем и развивались, и как-то себя проявляли. Этот конкурс «Большая перемена» в этом году раскрывает еще больше возможностей для всех наших школьников. И, как я уже сказала, что у каждого школьника есть возможность стать победителем. И те детки, которые с 8 по 10 класс, они могут стать призерами достаточно большого выигрыша. Это приз в 200 тысяч рублей, который, например, Георгий у нас стал победителем и также получил такую замечательную сумму. И возможность проявить свою школу и показать, что вот наша школа, она самая интересная. В этом году 9-я гимназия получила 2 миллиона на развитие своей структуры именно школьной, поэтому я думаю, что для каждого нашего крымского ребенка, если сегодня нас слушают мамы и папы, то я думаю, обязательно нужно рассказать своему ребенку, побудить его к тому, чтобы он попробовал поучаствовать. 28 марта будет старт регистрации на площадке «Большая перемена». Не нужно быть высокоинтеллектуальным человеком, нужно желать что-то изменить для себя, вокруг себя и внести какие-то свои новые интересные коррективы в свою жизнь. Георгий, все-таки хотелось бы теперь о твоей победе, о твоей работе поговорить подробнее. Придумал, как ты стал деньги. Обладателем 200 тысяч рублей. Да. О том, как потратишь деньги, мы тоже, конечно же, очень хотим узнать. Мне просто это очень интересно. Да, но все-таки хотелось бы сначала узнать, как ты стал обладателем этой суммы. Ну, хорошо, то сразу начнем с финала, наверное, будет более Все-таки интересно. тебе тоже это более интересная Да. тема, да? Получается, ну, вообще никто не знал, что будет на финале, то есть это было неожиданно для нас. Мы, получается, готовили проект, наша задача была создать город будущего и обрисовать то, как будет развиваться ЗОЖ в нашем городе. То есть какие у нас будут фишки там различные, ну, нововведения, которых нет в наше время. И получается, ну вот если, допустим, на полуфинале у нас была возможность пользоваться гаджетами, да, там ноутбуки и прочее, то на финале у нас вообще этого не было, то есть ограничены были возможности в этом плане. Однако у нас была возможность пообщаться с экспертами, комиссией, ну, которая нам сначала помогала. Скорее всего, Ну, да? да. Которая сначала нам помогала, ну, а потом уже в дальнейшем мы перед ними защищались. Вот. И они как бы хорошо оценили наш проект, ну, что в дальнейшем повлияло на выигрыш. Вот так. Но все-таки что за проект? Ну, опять же, город будущего. То есть у нас назывался Z-град. Да, это уже были проекты, то есть в Артеке собрали всех полуфиналистов. На самом деле 28 марта начнется старт регистрации, где ребенок может сам зарегистрироваться. И если в прошлом году это был 8 и 10 классы, то в этом году это будут 7-е. С 5 по 7, с 8 по 10 классы. То есть все школьники расширяют возможность для школьников. 28 марта начинается регистрация на площадке. Ребенок может сам или с наставником зарегистрироваться, пройти достаточно несложные тесты, и дальше у него начнется работа над своей какой-то проектной деятельностью. И здесь ребенок может показать себя в 9 компетенциях, которые есть в конкурсе. Это и творчество, это и культура, это и техника, это и здоровый образ жизни, и волонтерство. То есть всевозможные направления
направления. И дальше уже после 5 этапов ребенок начинает писать свою проектную работу, где уже напрямую помогает наставник. Наставник также получает определенную сумму денег, достаточно хорошую, то есть что может также для наших педагогов быть стимулом. А уже находясь, вот как Георгий, они когда они были уже в Артеке, там уже у них была своя отдельная проектная деятельность, которую презентовав, они стали вот победителями. У нас, по-моему, из вашей школы 4 человека, да? 3. 3 человека. То есть и по Крыму порядка 4 или 5 наших крымчан победили вот в этом замечательном конкурсе. Достаточно хорошие показатели. Конечно, конечно. Я думаю, что всем ребятам надо обязательно, нашим крымским ребятам, проучаствовать, внести какую-то свою нотку, внести какой-то свой колорит вот в этот замечательный конкурс. А наставниками могут быть учителя? Любой педагог, да, который в школе захочет вот помочь ребенку провести его по правильно, грамотно уже дальше оформить свою проектную деятельность и как-то может ее подкорректировать. А, Георгий, а как тебе пришла в голову идея поучаствовать в этом конкурсе? То есть, возможно, подсказал кто-то, Да, посоветовал, классный или это было руководитель. твое решение? Ну, вообще, изначально, как бы, Дворец пионеров, ну, рассказал об этом конкурсе, и еще классный руководитель, но, ну, я просто учился больше к Дворцу пионеров, то есть, да, и уже вот потихоньку начинал эти начальные этапы, все, то есть, сначала там тесты были, потом уже было командные решения кейсов, и уже вот после командного решения кейсов, которое проводилось дистанционно, у нас был полуфинал. Ну и дальше уже финал, соответственно, и все. Так вот. Но все-таки вот ты сказал, что получается, что такая внеурочная, внешкольная деятельность для тебя интереснее и важнее, да, чем основная учеба в школе? Ну, это было что новое, наверное, поэтому было интересно. Вот так. Расскажи о своем проекте «Город будущего». Проект, в котором ты предоставил модель какого-то города. Да. Это Симферополь или какой-то Нет, это, ну, просто... абстрактный город? Да, да, абстрактный Ну, город. там была группа Так. деток, то есть они все вместе это создавали. Каким вы видите этот город Что будущего? там, летающие машины, либо... На самом деле, ну, до этого нам еще, думаю, далеко, однако мы зациклились на том, что нам надо создавать больше таких мест, допустим, как Дворец пионеров, да, только немного технологичные, наверное, вот, чтобы поддерживать, в первую очередь, активность молодежи, ну, чтобы они не засиживались за гаджетами, компьютерами, а больше применяли да, физическую активность. Вот. И также мы поставили цель, что нам надо избавляться от таких проблем, как загрязнение воздуха и воды, вот, что очень важно для нас. То есть, возможно, в будущем будут разработаны уже проекты, как раз-таки которые помогут избежать загрязнения воздуха. Ну да, конечно. Чем интересен еще конкурс «Большая перемена», вот те победители, которые в этом году стали финалистами и полуфиналистами, они не уходят в сторону, с ними продолжают работать наставники, кураторы. Есть замечательная группа ВКонтакте «Крымская большая перемена», куда все наши подростки и ребята могут зарегистрироваться и стать общей такой командой, в которой они каждую субботу выполняют какие-то добрые дела, что-то творческое делают, как-то вместе координируются. Сам конкурс «Большая перемена» немножко отстранен, ну, как бы не включает взрослых в полном объеме. И хочется, чтобы детки, наоборот, сами аккумулировались внутри себя, что-то предлагали, какие-то интересные идеи, чтобы они учились внутри себя, вот внутри своего маленького или уже большого потом коллектива, какие-то создавать интересные проекты. И практически каждую неделю те проекты, которые победили на всероссийском уровне, они реализуются по всей России, в каждом уголочке. И уже прошло несколько добрых суббот и в нашей республике Крым, в которую включились ребята. То есть очень хочется, чтобы в этом году мы, крымчане, показали высокий уровень и какой-то свой и национальный колорит, и какие-то свои интересные идеи, которые выстрелят, и мы еще раз о себе заявим как о высокоинтеллектуальных, активных, замечательных школьниках. То есть это такой своеобразный шаг во взрослую жизнь для детей, где можно попробовать себя и, в принципе, проложить себе путь в будущее. Совершенно верно, так и есть. Ну, что касается, да, теперь такой один из интереснейших вопросов, да, сумма денег, которую ты победил, уже решил, которую ты выиграл, уже решил, на что ты ее будешь тратить? Да, я уже часть потратил. Да. Часть еще лежит на сбережение. Ну, я музыкант, поэтому я себе купил музыкальное оборудование, то есть гитару, там, микрофон. Будешь создавать свой бенд. Да. Круто. А в каком стиле будешь играть? Ну, музыканты, они обычно в разных стилях играют, пробуют что-то новое всегда, поэтому, в разных, наверное.
Ты учишься в 10 классе, но все-таки впереди еще один такой серьезный шаг, да, во взрослую жизнь. Это выбор профессии. Уже решил, кем хочешь быть в будущем? Ну, относительно, да. Это я планирую быть мировым экономистом. Да. Ну, газ, нефть. Мгм. Так. То есть Работать на «Газпроме». экономика. Да. Замечательно. Мы тебе желаем удачи. Спасибо, что посетили нас сегодня. Еще раз хотим поздравить с победой и надеемся, что, как вы сказали, в будущем таких проектов будет еще больше. Действительно, наша молодежь, наше будущее будет представлять Республику Крым на достойном уровне. Что вы пожелаете телезрителям? Я, наверное, обращусь сейчас к родителям, ко всем мамам и папам и скажу, как директор нашего Дворца пионеров, как нас привыкли называть, дорогие родители, пожалуйста, почаще обнимайте своих детей и говорите им: ты самый лучший, ты самый талантливый, у тебя все получится, я с тобой. Те слова, которые мы во Дворце пионеров говорим нашим деткам. Мгм. Самые важные слова в жизни каждого, не только ребенка, но и взрослого человека. Спасибо большое. Спасибо и вам. Георгий, кому будем передавать привет? Да, я думаю, всем своим друзьям, учителям, наставникам. Мгм. И что ты пожелаешь своим сверстникам и телезрителям? Ну, в первую очередь, быть уверенными в себе. Вот. И, ну, идти к своим целям. Думаю, этого достаточно. Спасибо большое. Хорошие пожелания от победителя. Спасибо большое вам. Мы тоже желаем тебе всегда добиваться поставленных целей. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Сюбетimiz соңына келді. Сайғылы достлар, бізден айрылмаңыз. Невбетеки қысмымыз енді азыр. Келіңіз соны сейретейік ве біраздан студиямызға да башқа бір мұсафырымыз келecek.